Благоустройство наших населенных пунктов вообще тема недавняя. Что называется, руки дошли. Мы начинаем задумываться, что, возможно, мы что-то делали не так, не на ту лошадь ставили, не на те лошадиные силы. Например, создавали слишком много условий и привилегий для личного транспорта и совсем забыли о столь необходимой людям городской среде. Пешеход был последним в приоритетах. Это то, что в Европе называют архитектурой для 60 км в час, когда вы несетесь по дороге на авто и не замечаете ничего вокруг, да вам и не надо. Европейские города уже давно ушли от такого планирования. Там архитектура для 5 км в час для скорости пешехода. Вспомните европейские улицы, есть на что посмотреть, все продумано. Город должен быть наводнен людьми, а не машинами. Значит, надо как-то останавливать автомобилизацию и создавать общественные пространства, удобные для пешеходов. Это магистральный путь развития городского планирования, к которому мы, слава богу, сейчас подключаемся. В прошлом году мы уже познакомились с одним из гуру урбанистики Энрике Пиньялосой, бывшим мэром столицы Колумбии. На этой неделе Казань посетил еще один человек, имя которого известно всему миру. Человек, который изменил облик десятков городов в Америке, Европе, Азии и Австралии. Это датский профессор Ян Гейл. Рассказывать о нем можно долго, лучше один раз увидеть. Вот, например, как менялся облик Нью-Йорка в свое время. Загазованные, шумные, непрезентабельные автодороги превратились в отличные общественные пространства. Люди, которые изначально выступали против такой дискриминации машин, в итоге после этих перемен изменили свою точку зрения. Видимо, и нас ожидают подобные перемены. Ян Гейл встречался на этой неделе с президентом Татарстана. О чем они говорили, мы узнаем сегодня. Гулял по Казани, в частности, по новой набережной, которая, откровенно говоря, пока далека от идеала и абсолютно пока безжизненна. Дал лекцию в строительной академии. Это не тур. Казань – единственный российский город в этой поездке Гейла, хотя уже есть успешный опыт сотрудничества его агентства Gale Architects с Москвой и Петербургом. Кстати, мы уже встречались с Яном Гейлом в прошлом году. Было это в Копенгагене, где мы делали серию репортажей об опыте датской столицы. И тогда, конечно, мы подумать не могли, что увидимся в Казани. Невозможное все-таки возможно. Ян Гейл рассказал нам о своих казанских впечатлениях. Надо полагать, мистер Гейл, вы здесь, в Казани, не только ведь как турист. Ведь это было приглашение президента, не так ли? Да, так и было. Приглашение президента. А также от мэра, кстати. У них, у обоих есть некоторые идеи по поводу планирования города с учетом запросов людей. Это как раз то, чем я занимаюсь во многих городах по всему миру. Это можно сделать сегодня и в Казани. Мы уже разработали большой проект для Москвы. Идет полным ходом, как вы знаете, реконструкция Тверской улицы, множество площадей, набережной. Все это, чтобы создать лучшие условия для пешеходов, для общественной жизни. И, по-моему, здесь тоже есть большое желание перемен ради тех людей, что живут сейчас в этом городе, в Казани. Я думаю, это только начало проекта, который станет частью стратегии 2030. Этот проект мы будем реализовывать в ближайшие 15 лет до 2030 года. То есть мы можем надеяться, что это будет сотрудничество вашего агентства и наших властей. Да, надеяться можете. И вы правильно сказали. Именно сотрудничество. Потому что мы всегда проводим эту работу вместе. Вместе с вашими институтами, с архитекторами, с властями. Это могут быть даже студенты, которые обучаются по профилю. Это могут быть даже волонтеры. Одним словом, чем больше будет сделано вами исследований, расчетов, тем больше будет у нас возможностей для сравнения итогов с другими городами, для выбора того направления, в котором нам двигаться, вот в этом вашем конкретном городе. Я хотел бы еще добавить, что вот
в такой день, как сегодня, ваш город, Казань, выглядит просто замечательно. Вот, например, многими путями здесь у вас есть выход к воде. И вообще у вас множество природных, ландшафтных преимуществ в Казани. К тому же, город не так сильно забит машинами, как во множестве, как вы знаете, других российских городов. И это очень неплохо для начала, потому что нам проще будет найти компромисс и понять, куда же нам идти. У вас была встреча с президентом. О чем вы говорили? Вот как раз об этом мы и говорили, о стратегии 2030 в частности. У нас, кстати, множество одинаковых взглядов на то, как сделать ваш город более привлекательным, более удобным для жизни. Мы говорили о том, как эта политика, вот эта стратегия может быть усилена, есть ли у нас, например, возможности для проведения необходимых экспертиз. У нас ведь тоже есть интерес. Мы работаем сегодня во многих городах мира, и мы-то знаем, что наш метод работает. Я думаю, мы организуем скоро визит для вас в Копенгаген, такой учебный визит, чтобы вы смогли посмотреть на такого же размера город, который долгое время работал над тем, чтобы дать людям больше возможностей для прогулок, для велосипедных поездок. И сегодня Копенгаген признан самым удобным для жизни городом в мире. Мистер Гейл, спасибо большое за интервью. Мы надеемся на нашу скорую встречу и на то, что вы все-таки копенгагенизируете и наш город тоже. Да, сделаем все возможное. Спасибо.